Бұл жол оңай емес. 1 километр тауы. Бірақ мен барамын әрі қарай. Жігіттер бұл алады. Ойбай. Бірақ әрі қарай. Арқылық мен кіремін бердіме. Қазір мен осындай. Бұл Кайзер Вильхельм, ұлы патша. Бұл біздің мемлекеттік реміз. Мақтанышымыз. Мақтабас? Окей. Мақтанышымыз. Сәлеметсіздер, менің достар, менің құрметті достар. Бүгін менің тақырып бар шовинистер Германияда. Итак, шовинисты в Германии. Среди наших соотечественников, да, к сожалению, такие есть ребята. И на одного из таких натолкнулся пан Василь. Значит, на одном из его стримов на пана Василя, короче, там нарвался, нет, пан Василь нарвался на одного чувака из Германии, я забыл его имя, и, значит, пан Василь его спросил, как он относится к казахам. И тот чувак сказал, что казахи дикие. Тогда вот так он и сказал. И что самое интересное, я почему-то думал, что он как-то, тупанул, и потом начнет как-то отмазываться. Ну нет, до конца разговора с паном Василем он настаивал на своем. Пан Василь, конечно, требовал каких-то объяснений, почему он так думает о казахах. Ну вот чувак такой, да, шовик. Я думаю, что пану Василю нужно было задать первый вопрос. Чей Крым? Тогда бы это все разложилось по своим местам, и, в принципе, мы бы знали, что почем, да, и что это вообще за человек. И я почему-то думаю, что он шовинист, он один из тех, которые, если вы помните, разъезжали здесь по Германии с российскими флагами и с казахстанскими флагами, что самое интересное. Это один из тех чуваков, который с красным флагом разъезжает, который любит совок, который скучает по совку каждый день. И как он сказал, что его родители из Советского Союза переехали в Германию, такая дребедень, такая хрень, как они могли из Советского Союза. Ребята, те немцы, которые еще из Советского Союза как-то смогли уехать в Германию, это были диссиденты. Это не были евреи, это были немцы тоже, да, диссиденты были евреи, но те немцы, которые уехали в Германию, это были диссиденты, это было нарушение закона, вы понимаете, что за это можно было попасть в тюрьму, поэтому никто во время Советского Союза и Германии особо не уезжал. Первая волна переселенцев из Казахстана и из России в Германию началась в 1991 году, но самая такая мощная волна, она произошла в 1994 году. Там очень много людей уехало, и потом пошло 97-й, 98-й, 2000-й и так далее, понимаете? В 2005 тоже, когда я сюда приехал в Германию, в 2005 году тоже было очень много переселенцев, поздних переселенцев из Казахстана, из России. Но из Советского Союза, ребята, не всякие рисковал уехать из Советского Союза сюда, в Германию. Поэтому чувак, который разговаривал с паном Василем, немножко приврал. Немножко, так скажем так, пропиздел, так слегка, да.
И я почему-то думал, что он как-то тупанул и как-то действительно что-то начнет какие-то отговорки мочить. Ну нет, до конца, да. Поэтому я думаю, что это обычный шовинист. Это обычный ватноголовый, живущий в Германии. Да-да, ребята, есть в Германии ватноголовые тоже, да, которые еще скучают по совку. Я не могу вот этого понять, скучать по совку и по тому образу жизни, по тому стилю. Я не понимаю таких людей, но я думаю, что это люди, которые в Германии ничего не добились, которые, как вам сказать, здесь толком не интегрировались, вот. И, ну, как вам сказать, ну, вот просто такая серая мышка, ну, вот этот чувак, который с паном Василем разговаривал, это просто обычная серая мышь. Серая мышь, которая сидит в своей норке, которая не высовывает свой нос из своей норки. И все, понимаете, и единственное, что он там, может быть, до магазина дойти, закупиться и назад прийти, и все, как-то так, понимаете. И я даже думаю, что он и не женатый, и подруги у него никакой нету, кроме, ну, его обеих рук, вот. Я почему-то думаю, что это так. Это человек зажатый себе, закомплексованный, который не общается с людьми, который не ездит даже вот на такие вот мероприятия, вот, такие памятники, как я сейчас здесь нахожусь, кайзеру Вильгельму, да. И мне жалко таких людей, мне действительно жалко таких людей. И что самое интересное, я тоже на них наталкивался, и когда ты начинаешь с ним обсуждать эту тему, там, типа, почему они так сильно любят ВВП, там, все такое, да, они даже не знают четкого ответа. У них одно и то же, англосаксы напали, вот, англосаксы хотят напасть на Россию и так далее, да. Что самое интересное, они сами живут где? Правильно, они живут в Германии. Вот это самое прикольное. Поэтому, ребята, не удивляйтесь, у пана Василя на стриме будут появляться такие чуваки. Просто знайте, и если пан Василь забудет, вы ему просто напомните в комментариях: пан Василь, задай первый главный вопрос. Чей Крым? Сразу. Вот чувак из Германии, все. Чей Крым? Все. И там все будет понятно, ребята. И ничего не надо особо объяснять, обсуждать, все будет понятно. Потому что вот эти, они такие, как сказать, вот, допустим, даже те же россияне, которые сейчас уже начинают разочаровываться в своем правительстве, ну, потому что вы знаете, да, почему? Потому что Херсон, вот, снова освобожден украинцами ВСУ, и другие города будут освобождены, и Мелитополь, и Мариуполь будут освобождены, и россияне, конечно, уже начинают разочаровываться, вот, в своем правительстве. А вот эти люди, которые живут в Германии, они же не живут в России, ребята. Они же не живут в России. Откуда им это знать? Они все еще своими там мифами о англосаксах живут, понимаете, ребята. И что самое интересное, когда вот это все время я из Казахстана, ну что ты из Казахстана, ну и что? Сейчас люди живут в Казахстане, сейчас люди учат казахский язык, мемлекетик тили, казах тили, мемлекетик тили. Люди учат казахский язык, интегрируются в казахское общество, вот, и постигают казахскую культуру, вот, пытаются действительно приобщиться в общество казахов и жить с казахами. То есть, получается, как вам сказать, вот все еще те, кто остались, которые не хотят учить казахский язык, они как бы не живут с людьми в Казахстане, а с людьми надо жить среди людей. Вот как я здесь живу в Германии. Я вам скажу, ребята, я вот здесь, вот, допустим, чем дольше живу, тем больше я понимаю, насколько важен немецкий язык в Германии, насколько важен немец тили в Германии. Немец тили, Германия, да, ути маназы тили, ребята. Очень важно знать немецкий язык, когда ты живешь в Германии. Поэтому я вам говорю, очень важно знать казахский язык, живя в Казахстане. Бул өте маназды, уринip казах тили Казахстанда. Все, как-то так, ребята. Теперь в конце видео я вам хочу показать пару красивых сцен. Вот, позади меня телебашня, я там тоже снимал видео, как-то дело было. Поснимаю вот здесь местные наши красоты. И на этом видео закончится. И сейчас уже, перед тем, как вам показать эти красоты, я с вами попрощаюсь, ребята. Оставайтесь на канале Контратак ТВ.
И знаете, я с вами, и знаете, мен калакша уринимын кунсайн. Да, у меня был период 2 недели, я полностью в немецком языке жил. Вот, но сейчас я дальше, ну, немецкий язык по-любому, я живу в Германии, да. Сейчас я буду дальше опять постигать казахский язык, и вас буду удивлять моими знаниями казахского языка. Как-то так, ребята. И, кстати, да, оставайтесь, стиль Майданы, оставайтесь со мной. И те, кто не подписался, подписывайтесь на канал Контратак ТВ. Есть там уроды, которые кинули жалобы на мой канал. Ну, эти уроды, они были уродами, они останутся уродами. Это их такая уродливая жизнь. Что могу поделать, да? Вот, как-то так. Уродливая участь уродов. Пусть, ради бога, но мы победим. Как-то так, ребята. Поэтому оставайтесь на канале Контратак ТВ и САУ Болонездар.